8 июля текущего года принято еще одно решение главы республики о дополнительных мерах по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения нашей республики, где основными положениями данного распоряжения являются: первое, правительству республики поручено разработать отдельную подпрограмму в рамках государственной программы республики реализация семейной, демографической и молодежной политики республики на 2014-2017 годы. В части дополнения этой программы отдельной подпрограммой по антиалкогольной пропаганде, профилактике злоупотребления алкогольной продукции и утверждению здорового образа жизни. Это первое. Второе, глава разрабатывает и утверждает типовые положения о территориях трезвого здорового образа жизни, положения которых друг от друга существенно отличаются. И в рамках совершенствования данной работы правительству республики поручено разработать типовое положение о территориях трезвого здорового образа жизни. Как вы знаете, территориями здорового образа жизни в муниципальных районах объявляются территории общеобразовательного учреждения, территории социального учреждения и другие территории парка, культуры и отдыха и так далее, спортивные объекты. Третье, данным документом, данным решением главы республики поручено правительству республики в случаях, когда муниципальное образование по своей инициативе инициирует полный запрет, принимаются по этим поселениям решения в виде закона республики, то таким муниципальным образованиям предоставлять преимущественное право для строительства, для включения объектов культуры и спорта в рамках реализации мероприятий «Моя Якутия в 21 веке». То есть, если мы, с одной стороны, поддерживаем инициативу населения к здоровому, трезвому образу жизни, то также должны поддерживать и обеспечивать там соответствующие условия для того, чтобы население занималось спортом, физической культурой. Поручено проанализировать уровень налоговой нагрузки на предприятия, которые занимаются продажей алкогольной продукции, и в случае необходимости выработать предложение по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления ограничения на применение предприятиями, которые занимаются продажей алкогольной продукции, специальных налоговых режимов. На сегодняшний день мы отмечаем, что большинство организаций, предприятий, которые занимаются продажей алкогольной продукции, используют специальный налоговый режим и НВД. Детально этот вопрос будет проанализирован и будет принято соответствующее решение. Мы эту работу, анализ проведем в течение июля текущего года, и в случае необходимости в августе уже будем формализовывать инициативу республики в отношении по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.